Крещенские морозы в этом году могут и не наступить, но воды во всех водоемах осветятся по непреложным божественным законам. В крещении, как и в любом церковном празднике, необходимо различать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. В празднике Крещения Господня главное – это богоявление, это крещение Христа Иоанном Предтечей. «Гласа Бога Отца с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, и Духа Святаго, сходящего на Христа». Главное для христианина в этот день – это присутствие на церковной службе, исповедь и причащение святых христовых тайн, причащение крещенской воды. До советской власти вообще была такая традиция в проруби купаться? Наверное, была. Я даже сам точно не знаю по истории, была такая традиция или не была. Наверное, была, скорее всего. Потому что эта традиция идет, еще говорится, с древних времен, и люди всегда ходили на прорубь и купались в Иордане, дабы у них было такое поверье, что, искупавшись в Иордане, у них прощаются все грехи. Но, конечно же, это такое мнение очень хорошее, обычай такой, традиция благочестивая, но все-таки, несмотря на то, что искупавшись в Иордане, это не значит, что не надо приходить в храм, не молиться, не исповедаться и не причащаться. Это, конечно, заблуждение. А кто впервые у нас в Якутии возродил эту традицию? Ну, будем говорить, что, наверное, я. Это было в 96-м году, когда я только начинал свое священническое служение. Это в Алекминске. Первая прорубь это была в Алекминске, где мы сделали Иордань. Но, правда, никто не купался, но воду брали на проруби. А потом уже на второй год было более так, это дело, как вам сказать, более обширно. Были с хоругвами, были с иконами люди, и прорубь сделали крестом, там сделали дорогу, чтобы люди могли свободно приходить. И очень-очень было большое стечение народу. Вы же тогда окунулись уже, да? Нет, тогда еще тоже не окунались, но почему? Было под открытым небом, это было на самой реке, и был мороз 50 градусов, поэтому никто не рискнул купаться. Скажите, вы говорите, что в прошлом году вы даже крестили человека. Да, в прошлом году я крестил здесь у нас на Иордане, на общей городской якутской, я крестил 2 МЧСовцев, от начальника Горкуна и его заместителя, я сейчас фамилию его не помню, вот их 2 человек крестил. А в позапрошлом еще есть прорубь, которую делают предприятие Алмаза Анабара. Там я крестил 19 человек. Ну, там уже более такие экстремальные условия, крестились все под открытым небом. Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому празднику Крещения Господня и не являются обязательными. И, что особенно важно, не очищают человека от грехов. И еще важно знать, что разницы между богоявленской и крещенской водой нет. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры, дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую.